Сыграем, что ли? Вот видите, какой мячик я скатал? Давайте сыграем в МЦКача, а? А МЦКача у нас всегда кончается дракой. А МЦКачу можно сыграть. Это мирная игра для тех, у кого страха нет. Победитель получит награду. Здесь деньги на пару быков. Начинайте! Стой, сначала! Происхождение игр своими корнями уходит в глубокую древность. В воспитании подрастающего поколения игры всегда занимали большое место, как исторически сложившийся важный элемент общей системы воспитания. Мы предлагаем вашему вниманию цикл передач об абхазских народных играх. Абхазская народная игра АМЦКачера. Содержание, правила, техника и тактика игры АМЦКачера. Учитывая высказывания и замечания старых игроков и исходя из собственных наблюдений, мы предлагаем следующие условия и правила игры. Для игры АМЦКачера нужно найти ровную площадку, по возможности с травяным покровом, длиной от 100 до 120 метров, шириной от 60 до 80 метров. Можно играть в условиях футбольных полей и стадионов. Площадку необходимо расчертить так, чтобы линии были ясно видны. Поле ограничивается двумя лицевыми и боковыми линиями, делится пополам центральной линией. Из середины центральной линии радиусом 9 метров проводится центральный круг. На лицевых линиях устанавливаются ворота, амба, то есть двухметровые шесты с красными флажками. Количество игроков и возрастные группы. В АМЦКачера играют только мужчины. В каждой команде играют по 13 основных игроков и по 2 запасных. В играх, которые не носят официальный характер, или в школьных коллективах, где маленькие площадки, могут играть в каждой команде по 11, по 9 или по 5 игроков. Перед началом игры вне пределов площадки производится жеребьевка для выбора стороны. Начало игры. Игра начинается в центре поля. Игроки размещаются по полю вперемешку до производства начального броска. Судья подбрасывает мяч в центре поля, где стоят капитаны команды. Каждый из них старается ударом палки отбить мяч к своим игрокам, находящимся в тылу противника. И если ни один из игроков не сумел ударить по мячу, то мяч вновь подбрасывается вверх до тех пор, пока палка не прикоснется к мячу. Игрок, завладевший мячом, вырывается в сторону ворот, чтобы пересечь ее мячом, не передавая другому игроку. Но в данном случае мы решили упростить правила. Мяч можно передавать. Борьба за мяч. Игрок, завладевший мячом, прорывается к амбе противника, остальные способствуют блокированием противника пробраться ему до амбы. Игроки противоположной команды стараются отобрать мяч у противника или задержать его с мячом. Разрешается выхватить мяч из рук в беге или стоя, не применяя недозволенные приемы, выкручивания руки, пальца и прочего. Разрешается задержать игрока с мячом обхватом руками тела выше пояса до шеи или захватом руки, ударом тела, задерживать противника или мешать его продвижению вперед. Нарушение этих правил влечет за собой штрафные броски.
Мяч выходит из игры. Это происходит в том случае, если мяч полностью вышел за боковую или лицевую линии, если игра остановлена судьей, если игрок с мячом вышел за боковую линию. Спорный мяч. Судья назначает спорный мяч, когда игрока поймали с мячом или было нарушение во время борьбы за мяч с обеих сторон. Игра ногами. Игру ногами надо понимать как умышленное касание мяча ногой. За игру ногой назначается штрафной бросок. Неумышленное касание мяча ногой не считается ошибкой. Грубая игра. Нападение на игрока не должно быть грубым и опасным. Не разрешается хватать за одежду, за шею, голову, за ноги, сваливать игрока. Не разрешается ставить подножку, ловить игрока без мяча, сталкиваться телом. Нетактичное поведение игроков приравнивается к грубой игре. При нарушении этих правил назначается штрафной бросок. За более мелкие нарушения игроку делается замечание. При умышленном повторении он удаляется с поля. Вслед за удалением игрока с поля назначается штрафной бросок в сторону команды, игрок которой провинился. Результат игры. Мяч считается забитым, если игрок с мячом полностью прошел лицевую линию, то есть амбу. Команда, перенесшая большее количество мячей за амбу противника, считается победительницей.